Уважаемые коллеги, уважаемые члены форума женщин-депутатов Джугурку-Кенеша Киргизской Республики, я представлю вашему вниманию рекомендации по продвижению вопросов воды, санитарии, экономических прав женщин, которые были подготовлены всеми теми коллегами, которые на сегодняшний день присутствуют сегодня в зале. Как уже Айнур Утайчиевна озвучила, эти рекомендации они были также отработаны и обсуждены в рамках двух визитов, которые у нас проходили. Вот первый визит был 7-8 мая 2015 года, где депутаты Мамырова, Алтыбаева и Джолдошева провели 12 встреч в Волжской области в 3 районах. И 22-23 мая депутаты парламента Сасыкбаева, Алтыбаева, Джумалиева, Иманалиева и Иманкуджоева провели 10 встреч в Иссыкульской и Чуйской областях. Все эти встречи были направлены на обсуждение вопросов водоснабжения, санитарии, гигиены в детских социальных учреждениях, а также вопросы продвижения экономических прав женщин. Встречи были организованы с представителями органов местного самоуправления, депутатами местных кенешей, специалистами Госанэпиднадзора, директорами, учителями школ, учащимися, а также сотрудниками сельских объединений, пользователей питьевой воды, женщинами, лидерами местных сообществ и женщинами-фермерами. Эти встречи были организованы и проведены в рамках двух проектов, которые работали в тесном партнерстве. С одной стороны, это международная программа расширения прав и возможностей женщин «Благо для всех». Эта программа работает в 6 странах и координируется международной организацией, которая называется «Женщины Европы за общее будущее». И другим важным партнером этой работы была программа ЮНИСЕФ по воде, санитарии и гигиены, которая уже очень много лет работает в Киргизской Республике по продвижению вопросов санитарии, гигиены и водоснабжения в школах, детских социальных учреждениях, больницах, учреждениях материнства и детства. Кроме того, в эту деятельность было вовлечено довольно большое количество партнеров, и сегодня все эти партнеры присутствуют здесь, за исключением одного партнера, это Мехр Шавкат из Ошской области, который занимается вопросами продвижения инициатив женщин в сельской местности. И здесь еще не присутствует общественное объединение «Арис», вы знаете все его, у которого очень большие заслуги, и который реализует довольно большой спектр инициатив. И я сейчас перейду к содержательной части презентации. Основные проблемы мы разделили по нескольким блокам. Основные проблемные зоны в местных сообществах по вопросам водоснабжения, санитарии и гигиены. На сегодняшний день источниками питьевого водоснабжения или водопроводов у нас насчитывается более 1000. То есть 1073 водопровода, но при этом 234 водопровода, то есть больше 20%, не соответствуют требованиям санитарных норм. А именно, они не имеют достаточных зон санитарной охраны, достаточных комплексов водоочистных сооружений и обеззараживающих установок и так далее. Это данные Департамента Госанэпиднадзора, который работает в этой сфере. Но с чем связаны в законодательстве эти проблемы? Первое, зоны санитарной охраны, они определяются санитарными нормами и правилами, которые на сегодняшний день не имеют юридической силы в соответствии с законом о нормативно-правовых актах от 20 июля номер 241. Мы вернемся еще к обсуждению этого вопроса. Не определено ведущее агентство по ведению базы данных по качеству источников питьевого водоснабжения. То есть на сегодняшний день эта информация не аккумулируется в едином государственном органе. Кроме того, постановление правительства номер 252 о порядке выдачи разрешительных документов на проектирование, строительство и иные изменения объектов исключают Министерство здравоохранения, Госагентство по охране окружающей среды и другие органы из процесса принятия решений по вопросам ввода в эксплуатацию, строительства, выдачи земель под строительство тех или иных объектов. К чему это приводит? Это приводит к тому, что у нас практически повсеместно нарушаются зоны санитарной охраны. И особенно это большая проблема на сегодняшний день на юге. А если нарушаются зоны санитарной охраны, то мы имеем снижение качества питьевой воды. Не проводится санитарная экспертиза строительства вновь вводимых объектов питьевого водоснабжения, хотя действительно она обязательно должна быть. Основные проблемы в местных сообществах
следующий пункт – это проблемы, связанные с СОУППВ. СОУППВ – это сельские объединения, общественные объединения пользователей питьевой воды. На сегодняшний день в Кыргызстане, по данным Департамента развития водоснабжения и водоотведения, насчитывается 633 СОУППВ. При этом всего функционирует не так много, да, то есть 25% обеспечивает себя необходимыми финансовыми средствами. Да, то есть необходимо каким-то образом повышать потенциал СОУППВ. И всего 38 СОУППВ из 633 возглавляются женщинами. То есть на сегодняшний день мы видим явную гендерную сегрегацию, да, которая присутствует в этом секторе. А в этом смысле это и вопросы качества и так далее. В чем проблемы с СОУППВ в законодательстве? Ну, во-первых, до сих пор не ясен статус СОУППВ. В законодательстве очень скудно, так скажем, определен вообще этот объект, да, как сельские объединения пользователей питьевой воды. Нет законов, нет подзаконных нормативно-правовых актов. И получается, что вот на уровне органов местного самоуправления, там, где, например, не было реализовано проектов, которые повышали потенциал СОУППВ, вот эти вопросы до конца не разрешены. И требуется вмешательство, в том числе нормативного характера, для того, чтобы принять законодательную базу по вопросам регулирования деятельности СОУППВ, органов местного самоуправления, по вопросам разграничения полномочий, ответственности и определения собственности инфраструктуры, в том числе водопроводов и так далее. На сегодняшний день, опять же, нет структур, которые бы обладали достаточным потенциалом на уровне областей и районов, способных обеспечить сервисно-техническое обслуживание водопроводов, а также обеспечить производственный контроль. Дело в том, что в законодательстве определено два вида контроля. Государственный контроль за качеством питьевой воды. Государственный контроль, который на сегодняшний день осуществляется Департаментом профилактики заболеваний и Государственного санитарно-эпидемиологического надзора. И второй – это производственный контроль. Вот производственный контроль в городах обеспечивается городскими водоканалами. А то, что касается в сельской местности, у нас эта ситуация совершенно плачевная, то есть у нас не обеспечивается производственный контроль. А мы таким образом не знаем никакое количество, например, хлора, сыпется ли хлор, да, и достаточно или недостаточно. То есть это вот зона, которая практически не контролируется. Вот в рамках визитов мы видели, что ряд СОУППВ заключают договора с санэпидстанцией и осуществляют периодически вот такой вот обзор и лабораторные исследования силами специалистов Госсанэпиднадзора. Но на самом деле вот такого вот различения, что это государственный, а это производственный контроль на уровне органов местного, на уровне местных сообществ не существует. Хотя в законодательстве это требование есть, и здесь нужно, конечно, поднимать вопросы, это касается качества питьевой воды и здоровья населения. Другим опасным и сложным моментом является то, что закон о недрах от 2012 года ввел нововведение, которое заключается в том, что вводится роялти на воду. И таким образом СОУППВ, это роялти вводится для бизнес-структур, да, казалось бы, для тех, кто использует воду как ресурс для бизнеса, но при этом под этих же субъекты попадают и СОУППВ, и органы местного самоуправления. И таким образом за поднятие воды из недр, за изъятие воды они должны будут платить роялти. На сегодняшний день практически ни одно местное сообщество не может потянуть этих сумм. И при этом оно никак не связано, например, с бизнес-сферой. Да? Вот этот момент нам необходимо различить и внести в виде законодательной инициативы изменения в закон о недрах, потому что это на сегодняшний день является большой проблемой для всех водопользователей, а это практически все население нашей страны. С СОУППВ были проведены несколько встреч. Это встречи в селе Өргөчөр, встречи в Аннустон и Найман-Тазасу. Везде был представлен позитивный опыт, но, с другой стороны, были выявлены проблемы, которые я сейчас озвучила.
Рекомендации. Ну, как я уже говорила, внести изменения в закон о недрах, внести изменения в закон о лицензионно-разрешительной системе. Дело в том, что на сегодняшний день нет необходимости прилагать заключение уполномоченных органов в сфере охраны окружающей среды и здравоохранения при выдаче лицензий на проектно-изыскательские работы жилых, общественных, производственных зданий и сооружений. Это означает, что можно построить где угодно, как угодно и так далее. То есть вот выдача лицензий, необходимо при выдаче лицензий предусмотреть участие вот этих уполномоченных органов. И действительно, но этот вопрос, я знаю, что сейчас продвигается Департаментом Госсанэпиднадзора, вместе с тем он требует наших общественных усилий. Я уже говорила, ввести четкое разграничение полномочий ответственности за капремонт, строительство, содержание сооружений, инфраструктурных сооружений, водопроводов между СОУППВ органами власти, возможно, через введение изменений в закон о местном самоуправлении. Создать районные сервисные центры и центры по оценке качества воды, которая бы обеспечила производственный контроль на уровне местных сообществ. И, возможно, внедрить специфическую фокусную программу «Молодые инженеры», подготовить методические пособия по управлению водой на территориях. Следующая проблемная зона, о которой хотелось бы сказать, это вопросы, связанные с детскими социальными учреждениями, в частности, школами. На сегодняшний день более 40 нормативно-правовых актов регулируют эти вопросы. И вот выдержки я привожу из закона об общественном здравоохранении, где определено, что ответственность за обеспечение безопасных условий пребывания, обучения, организацию питания детей возлагается на уполномоченный государственный орган Кыргызской Республики в области образования. То есть это Министерство образования и науки Кыргызской Республики. Но при этом в положение о Министерстве образования и науки данные вопросы не включены. Таким образом, на уровне закона у нас есть эта норма и более-менее очень четко определен орган, который должен за это отвечать. Но в положении об этом органе этих вопросов не отражено. И таким образом данные нормы подвисли и не имеют реализации. Вот хотелось бы вернуться к одному из очень острых вопросов: санитарные нормы и правила и строительные нормы и правила. Фактически это нормативная база, которая должна обеспечивать первичный и очень детальный уровень обеспечения экологической безопасности, и не только экологической, а любой безопасности при проведении различных работ, при обеспечении жизнедеятельности, да, и любого рода действий. При этом, как я уже отмечала, что в соответствии с требованиями в статье номер 4 закона об НПА, санитарные правила и нормы были признаны утратившими силу, так как не были утверждены предусмотренными нормативно-правовыми актами. То есть Министерство здравоохранения и Госстрой не успели переутвердить их. С чем это связано? Объем нормативной документации огромен. Порядка 1500 санитарных норм, гигиенических стандартов и так далее. И еще больше строительных норм и правил. А для того, чтобы их утвердить, требовался перевод, требовалось согласование со всеми государственными органами. И это согласование проходит уже, например, Министерство здравоохранения не первый раз и не по первому кругу. А ВОЗ и ныне там. И на сегодняшний день у нас до сих пор эта нормативно-правовая база не действует. Прокуратура периодически задает вопрос Министерству здравоохранения, Госстрою, контролирующим органам, на основании чего выдано то или иное заключение. И Министерство юстиции говорит о том, что санитарные нормы строительные не работают. Нами были сделаны запросы в страны Таможенного союза, ныне Евразийского экономического пространства, Белоруссию, Россию, Казахстан по вопросам статуса санитарных и строительных норм и правил. Нами получены ответы из разных государственных органов этих стран, и где очень четко определено, что во всех этих странах имеет обязательный характер санитарные нормы и правила. Отличие, но строительные нормы и правила носят так называемый добровольный характер. Что это такое? Дело в том, что строительные нормы и правила отнесены к стандартам. Стандарты регулируются в Кыргызстане и в других странах законом о техническом регулировании. В законе о техническом регулировании говорится, что стандарты действуют на добровольной основе. Но принцип добровольности остается до сих пор неясен. И существуют различные трактовки. Например, Госстрой трактует принцип добровольности как принцип вариативности. То есть
например, предприниматель должен выбрать стандарт, которому он должен соответствовать, а после этого только на уровне выбора у него есть вариации. После того, как он уже выбрал, он обязан следовать этому стандарту. Но, опять же, вот это только трактовка, она не закреплена в законодательстве. Принцип добровольности на сегодняшний день не ясен, и Министерство юстиции в ответ на запрос, который от нас пошел, ответило, что принцип добровольности является, как бы описывает только то, что санитарные и строительные нормы и правила добровольного характера, то есть не являются обязательными к применению. А в этом смысле любое здание, которое строится у нас в стране, может быть построено по любому стандарту или даже без этого стандарта. И таким образом мы все с вами находимся в ситуации, когда государство отходит из зоны обеспечения безопасности граждан вот в связи с вот такими правовыми коллизиями. Чуть выше можно. Кроме того, вот тут я хотела бы отметить, что до правительства мы уже давно пытались донести, не первый год, этот вопрос, и в программе по устойчивому развитию до 2017 года этот пункт был заложен в план работ правительства утвердить санитарные нормы и правила в течение полугода после принятия этой программы. Ну, мы знаем, что уже прошло больше года, и строительные и санитарные нормы и правила не утверждены. То, что касается далее школ, ну, вы все знаете, что в большинстве сельских школ туалеты у нас представляют собой вот такие наружные сооружения выгребного типа. Да? То есть это не внутренние туалеты, это туалеты, которые находятся на улице и так далее. Если мы поднимем, опять же, санитарные нормы и правила, то есть такие требования, что такие туалеты можно строить только для объектов, где учатся не более 50 человек, для малокомплектных школ. Все остальное у нас не попадает под вот эту нормативную базу, то есть, соответственно, незаконно. Таким образом, все остальные строения, которые на сегодняшний день есть в школах подобные, они не нормируются. Кроме того, соответственно, у нас нет требований к тому, каким образом должен выглядеть этот туалет, какой он должен быть. А вы знаете, что несмотря на то, что мы привыкли не говорить об этом вопросе, но туалеты, они связаны с большим объемом вопросов здравоохранения, особенно для подрастающего поколения. Поэтому мы должны поднимать этот вопрос. Таким образом, у нас в законодательстве нет требования для строительства наружных туалетов. То есть любой, кто как хочет, такое и построит. И будет ли это опасно для детей или нет, это уже вопрос администрации. Рекомендации. Ну, безусловно, утвердить санитарные строительные нормы и правила. Возможно, через введение в закон о нормативно-правовых актов изменений. Кроме того, возможно, нужно делегировать полномочия Министерству здравоохранения, Госстрою по утверждению на уровне самих вот этих государственных органов данных нормативно-правовых актов. Уточнить в законе о порядке проведения субъектов предпринимательства, что установление обязательных требований, подвергающихся проверке, должно быть не только законами, но нормативными правовыми актами. Почему? Дело в том, что на сегодняшний день у нас две проверяющие инспекции, две инстанции, ну плюс у департамента есть небольшие функции. Вот они могут проверять только те требования, которые отражены в законе. И все. А большинство технических регламентов у нас утверждено на уровне постановлений правительства. Они не попадают под проверки таким образом, а значит, нам нужно этот термин расширить. Внести изменения в закон о техническом регулировании, где четко определить, что такое добровольность и что значит, что применение стандартов являются добровольными. Второй момент – это финансовые аспекты санитарии в детских социальных учреждениях. Вот обратите внимание на такое исследование, которое было проведено ЮНИСЕФ. И в рамках этого исследования была проведена оценка, а сколько средств тратит государство ежегодно на лечение детей от острых кишечных заболеваний и гепатита А. И в результате получились колоссальные цифры. То есть только за 2013 год от гепатита А, трата на лечение детей от гепатита А у нас была порядка $1 миллиона. То есть 990 и так далее. То есть это колоссальные деньги, которые государство ежегодно тратит на лечение детей. И от острых кишечных заболеваний тоже более чем $100 000. Да?
Являемся ли мы настолько богатыми, чтобы тратить ежегодно такие суммы? При этом какое же количество выделяется на хозяйственные расходы ежемесячно, ежегодно в школах? Хозяйственные расходы на один класс – 138 сомов в месяц на 1 год. Средние учебные расходы на одного учащегося в год, расположенных в сельской местности, 195 сомов. И средние хозяйственные расходы, куда входят мыло, тряпки, мел и так далее, составляют 6,2 сома на одного учащегося в год, то есть 6 сом в год. Но при этом процент покрытия финансов для всех образовательных учреждений в 2013 году составил только 62,7. То есть фактически было выделено чуть меньше 4 сомов на одного учащегося в год на хозяйственные нужды. При этом приведем сравнение, что в среднем тогда, если мы посчитаем эту сумму, приблизительно на среднюю школу 371 человек, то мы увидим, что средний факт по пилотным школам Таласской области у нас будет 10 188 сомов в год, да? И школа имени Ленина 14 тысяч. По частной школе в Бишкеке это будет 73 тысячи, да, чуть больше. А по российским нормам, стандартам по российским, это будет больше, чем 100 тысяч. Да? То есть обратите внимание на ту разницу, которая на сегодняшний день есть у нас по факту и которая есть для того, чтобы какой-то стандарт поддержать. Пример просто я хотела провести. Это школа, которую мы посещали, школа имени Ломоносова на Акатском районе. Оттуда поступило письмо в наш адрес, где письмо от учащихся, которые говорили, что помогите, у нас туалет в плачевном состоянии, если вы не приедете, то может быть такая же катастрофа, как известная нам всем на юге, да? Действительно, и мы тогда с депутатами выехали в эту школу для того, чтобы посмотреть, что и как. Но тут сменилась директор. И директор в течение 2 месяцев буквально построила этот новый туалет. Но при этом точно так же он по-прежнему вне закона. Да, он построен, он лучше, он новый, он более безопасный. Но разницы с точки зрения законодательства между старым и новым по-прежнему нет. Другой вопрос, что эта директор смогла аккумулировать средства учителей, органов местного самоуправления и так далее для того, чтобы построить этот туалет. Но на сегодняшний день такой стандартной схемы, как это делается, да, которая бы была регламентирована со стороны государства, нет. Есть хороший директор, который печется за это? Замечательно, туалет, наверное, будет в хорошем состоянии. Нет? Тогда нет. Это те фотографии, которые мы с вами видели, то есть 430 учеников, и при этом, обратите внимание, только один работающий умывальник на 430 учеников. Да? И это, правда, мы не посещали эту школу, это школа в Чуйской области, это пищеблок. Да? Но нужно отметить, что ведь мытье рук, построить туалет – это одно, но это не решит проблему. Потому что получается, что по исследованиям, например, лондонской школы по гигиене и тропической медицине было показано, что 40% заболеваний можно избежать только за счет навыка мытья рук. То есть получается, что туалет построить – это одно, а обеспечить детей условиями и выработать навык мытья рук – это вторая большая задача. Рекомендации. Пересмотреть стандарты бюджетного финансирования в сторону все-таки увеличения норматива хозрасходов. Разработать и внедрить систему мотивации общеобразовательных организаций за улучшение гигиенического состояния школ. И внедрить во всех школах Кыргызстана обязательные внеклассные уроки по санитарии и гигиене, чтобы этот навык закрепить. Министерству образования разработать подходы по реализации программ ВСГ. И национальные стандарты нам нужны, конечно, по ВСГ. И общие рекомендации, вы знаете, уже с 2009 года рассматриваются вопросы, проводилась масса исследований по присоединению Кыргызстана к протоколу «Вода и здоровье». На сегодняшний день нас одно тормозит, что протокол «Вода и здоровье», он прилагается к конвенции ООН об охране использования трансграничных водотоков. Для нас вход в эту конвенцию не сильно желателен, потому что мы страна, которая дает ресурсы воды, да, но не которая берет. Поэтому мы не сильно хотим присоединяться к этой конвенции, но
При этом к этому протоколу можно присоединиться, не присоединяясь к конвенции. Исследования, которые шли с 2009 года, и целевые показатели, они показали, что нам это необходимо. Поэтому вот если есть возможность ратифицировать, это замечательно было бы. И второй момент, который мы обращаемся к вам с большой просьбой, что когда вы ратифицируете международные договора и большие проекты по вопросам образования, воды, санитарии, обратите, пожалуйста, внимание, может быть, ввести в виде требования, да, или обязательного условия, чтобы при вводе, например, воды в местное сообщество обязательно подключать социальные учреждения, ФАПы и школы. Получается, доводят воду до местного сообщества, а до ФАПов и школ ни у кого руки никогда не доходят, и они так и остаются. Вроде вода в местном сообществе есть, а у ФАПов и школ нет. И получается, что мы вот находимся в такой ситуации. И у меня осталась последняя маленькая тема, это расширение экономических возможностей женщин в местных сообществах. Мы видели, что на сегодняшний день у нас есть зачатки органического бизнеса, да, то есть производство органической сельскохозяйственной продукции, но не крупными фермами, а маленькими небольшими предприятиями, да, которые стараются получить сертификацию по экологически, по эко, да, то есть органической продукции. При этом для нас это очень необходимо. Было проведено исследование в Кыргызстане, которое показало, что среди фермеров, которые используют пестициды, порядка 45% респондентов, которые были вовлечены в исследование по использованию пестицидов, отравлению подвергались от 2 до 5 раз в год, отравлению пестицидами. При этом это легкая степень отравления. Они не фиксируют это как отравление. Заболела голова, диарея или еще что-то. И поэтому к врачу они не идут. Минздрав не может, они не видят эту картину, потому что они не обращаются в органы медицины. И получается, но кто это травится? На юге, откуда уезжают мужчины взрослые, это чаще всего дети, начиная с 10 лет, потому что они вовлечены в эти процессы довольно активно. И недостаточно информации на сегодняшний день у фермеров о том, как вести органическое земледелие. Но те, кто это знают, имеют тоже сложности, например, в получении сертификации на территории. И каким образом это сделать? Лабораторий в Бишкеке далеко, их недостаточно. И вот этот процесс сертификации малых производственных таких объектов был бы очень хорош. Женщины-фермеры и тепличные хозяйства. Мы посещали разного рода хозяйства, вот теплицы и так далее. Ага, Зуль, можно? Это, опять же, вот в Бакамбаево есть такие фермерские инициативы по производству молочной органической продукции, но которые тоже даже не могут выйти на наш местный рынок, потому что у них нет сертификации. И получается абсурдная ситуация, когда биолакт мы вынуждены, например, для детских садов покупать в Бишкеке, потому что там есть сертификация, а не местный, где сертификации нет. Да? И вот это поэтому важный момент. И рекомендации. Мы считаем, что важно разработать целевую государственную программу по поддержке органического сельского хозяйства среди именно мелкого бизнеса, потому что крупный он так или иначе, наверное, сейчас пробьется, а вот мелкий ему будет куда сложнее, особенно в моменте того, что мы вошли уже в таможенный союз, и тут будут свои специфические требования, да? Проводить разъяснительную работу среди жителей по рискам использования пестицидов, грамотному использованию сельхозхимии. Ведь проблема в том, что закон о лицензионно-разрешительной системе не дает такого типа разрешения, как продажа пестицидов. А значит, в любом сельском магазине можно купить пестициды рядом с хлебом, макаронами и так далее. Что это значит? Это значит наше с вами здоровье. И нет ни одной лаборатории в стране на сегодняшний день, которая могла бы определить остаточное количество пестицидов современных, не устаревших, а именно современных. То есть получается, вот это та зона, узкое место, которое нам нужно решать. Развивать сеть лабораторий, ввести вот это разрешение в закон о лицензионно-разрешительной системе. И еще, вы знаете, вот напоследок я хотела рассказать о том, что в Кыргызстане есть удивительная структура, которая называется экспериментальная биофабрика Кыргыз-агробиоцентра. Эта фабрика, она выпускает органические пестициды, божьи коровки, златоглазки, да, то есть вот такие, и их можно покупать и выпускать для борьбы с вредителями. Более того,
Мы, Кыргызстан, осуществляли поставку этих органических пестицидов в Германию. То есть Германия была заинтересована, например, именно в производстве вот этих вот органических пестицидов и насекомых, которые разводили именно в Кыргызстане, на этой биофабрике. На сегодняшний день биофабрика в плачевном состоянии. Но те люди, кто знает о их производстве, о том, что они производят, например, на юге Мехр-Шавкат, активно пользуются этими продуктами, да? И поэтому, может быть, есть смысл оказать государственную поддержку вот такому вот интересному предприятию, которое, оно при Министерстве сельского хозяйства и мелиорации находится. И поэтому это как раз позволит вот в створе развития органического сельского хозяйства развиваться в нашей стране. Спасибо вам большое, прошу прощения, что довольно много времени занял. Спасибо.